наш день. Де за обрій сонечко сідає, з полонини вівчар співає. Я прийду до тебе, як отару, з водопою заживу кошару. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вчора в садочку, тихому куточку, де дівчина жде. Ці вечір вівці для броду, з черемоша п'ють холодну воду. У садочку вівчара зустрічає дівчинонька, що його кохає. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вчора в садочку, тихому куточку, де дівчина жде. Жде дівчина жде. Дівчина жде. Спасибо. Антонина Петровна. Петровна, пожалуйста. Пожалуйста, Петровна. Спевать. Еще, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях народная артистка Республики Коми Антонина Петровна Пылаева. Давайте поприветствуем. Запылаем огнем. Да. Дорогие друзья, в этом литературном музее о ком же нужно говорить, как о поэтах прежде всего. Я хочу сегодня вам рассказать очень маленькую, но потрясающую историю о двух великих украинских поэтах. Степан Руданский и Тарас Шевченко. Они были в одно и то же время в Петербурге. И Степан Руданский был свидетелем того триумфа, с которым русские, два великих русских художника освободили, но не говорите здесь за спиной, освободили Тараса Григорьевича Шевченко из крепостного права. Великий русский художник, не надо говорить за спиной, умоляю, я вас умоляю, пожалуйста, не говорите за спиной. Великий русский художник Карл Бюро, которого так и называли Карл Великий, написал портрет великого русского поэта Василия Жуковского, который работал воспитателем царских детей. И он свой портрет поставил в Зимний дворец. Царская семья, конечно, купила этот портрет за бешеные деньги. Это много миллионов. За 2500. Представьте себе, что корова стоила у богатых людей 3 рубля стоила корова. Переведите на корову. Сколько значит эта сумма? Эти деньги были отданы помещику. Помещик их не растратил, он отдал их в наследство своему сыну, гусарскому офицеру. Гусарский офицер построил на эти деньги обсерваторию под городом Казанью, снабдил ее новейшими оптическими приборами. Это какой был уровень технический? Эта обсерватория работает до сих пор.
кто будет в Казани, полюбопытствуйте, пожалуйста. Вот такая история. А Степан Руданский был свидетелем этого всего, запечатлел все это и написал потрясающую песню, которая... Дорогие друзья, я хочу пожелать, чтобы все песни, которые звучат на этом замечательном фестивале, имели такую же судьбу, как песня, которая прозвучит сейчас. Она переведена на 137 языков мира. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру. 137 языков мира. Каждое слово на вес золота. «Пові вітрина в країну». Вот так тосковали поэты, вот так тосковали украинцы в холодном, промозглом Петербурге. Они мечтали попасть на свою родную, теплую, замечательную родину. «Пові вітрина в країну». Пожалуйста. Повій вітрина в країну, де покинув я дівчину, де покинув карі очі. Повій вітре опівночі, повій вітре тишком-нишком над рум'яним білим личком, над тим личком нахилися, чи спить мила, подивися. Мила, подивися, чи спить мила, чи збудилась, спитай, з ким любилась, з ким любилась, кохалась, ще в коханні присягалась. А якщо мене забула і к другому прикорнула, то розвійся край волини, не вертайся з України. Не вертайся з України. Вітер віє, вітер віє.